Добрый вечер. В эфире телеканала «Осетия Рештон» информационная программа «Новости». И вначале о самом главном. Люди совершили поступок. Я знаю, что не все врачи такие поступки совершали. Студенты медицинского колледжа, которые работали в ковидных госпиталях республики во время пандемии, получат целевые направления на обучение в Северо-Осетинской государственной медакадемии. Соответствующее соглашение поручил подготовить в Рио главы региона Сергей Миняйло. Мы все желаем, чтобы на нашу просьбу обратили внимание. Много лет жители Затеречного района испытывают неудобства из-за контейнерных площадок, которые уже давно требуют обновления. Отсюда и множество проблем: разбросанный мусор, неприятный запах и не только. Я выступал в весовой категории до 57 килограмм. Я сделал 5 поединков, и финальный бой был самый тяжелый, но я одержал победу. 15 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовые медали. Столько наград завоевали североосетинские каратисты во всероссийском этапе Кубка мира по боевым единоборствам. Соревнования прошли в Темрюке Краснодарского края. Подробности в выпуске. Еще более 2 миллиардов рублей направят регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Деньги направят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Михаил Мишустин обратил внимание коллег, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. Также добавил, что необходимо продолжать наращивать объемы тестирования, чтобы вовремя выявлять заболевших и оказывать им помощь, сохранять резерв коек в больницах и оперативно реагировать на изменения ситуации. Студенты медицинского колледжа, которые работали в ковидных госпиталях республики во время пандемии, получат целевые направления на обучение в Северо-Осетинской государственной медакадемии. Подготовить в кратчайшие сроки трехсторонние соглашения между правительством республики, СОГУ и каждым из 24 студентов-медиков поручил в Рио главы Северной Осетии Сергей Миняйло. Глава региона подчеркнул, что молодым специалистам, рискующим жизнью в красной зоне, необходимо обеспечить преимущество при поступлении в вуз. Поэтому вопрос о предоставлении им целевых мест должен быть решен незамедлительно. Ректор медакадемии Олег Ремезов отметил, что средства на обучение студентов-медиков, работавших в красной зоне, будут выделены из государственного бюджета страны. Студенты поблагодарили Сергея Миняйло за решение возникшей проблемы, пообещали не подвести, старательно учиться и в будущем стать высокопрофессиональными специалистами. Люди совершили поступок. Я знаю, что не все врачи такие поступки совершали. Строительство социально важных объектов в республике всегда под особым контролем правительства. Качество работы, сроки их сдачи регулярно проверяет в Рио премьера Теймураз Тускаев. На этот раз побывал в Ордонском, Дегорском, Правобережном и пригородном районах. Посетил детские сады, школы, амбулатории и дома культуры. Были ли замечания к подрядчикам, расскажет Батрас Загуров. Теймураз Тускаев проинспектировал строящиеся в республике объекты. Началась программа в Беслане. Там идет капитальный ремонт школы номер 6. Председатель правительства тщательно осмотрел 4-этажное здание, зашел в столовую и спортзал, распорядился заменить некоторые трубы. Если там такие батареи были, которые демонтированы были, их зачем менять надо было? Не такие были. 50-го года старые. В Беслане также строят станцию юных техников и натуралистов. Работы близки к завершению. Осталось сделать отопление и крышу. Закончат строительные работы к середине августа. Сейчас мы приступаем к работам по прокладке труб отопления, водоснабжения. Делаем стяжку, и у нас уже заходят отделочники. Все наготове. Потолок заказан, все материалы строительные заказаны. Строят в Беслане и новую школу. Она будет рассчитана на 550 мест. Теймураз Тускаев уточнил у подрядчика, хватает ли рабочих. Дал задание закончить строительство до 25 декабря этого года. У нас эта школа с Кизлярской школой по объемам работы не идентичны? Абсолютно. То есть там мы тоже задачу правильную поставили. 50, да?
монолитчиков. Проинспектировали строительство нового детского сада. По плану там должны были благоустроить территорию до 8 июля. Работу не выполнили в срок. Таймураз Тускаев распорядился все наверстать, а также поскорее установить там беседки. А по благоустройству что мешает? Вот мы тут были месяц назад, они месяц не работали. Не работали. Почему не закончено благоустройство? Вы пришли на совещание и сказали, 8 числа мы заканчиваем благоустройство, 12 числа мы заканчиваем беседки. Сегодня 9 число. Благоустройство не закончено. Остался он недоволен и строительством амбулатории в Хумалаге. Заявил, что темпы слишком низкие и необходимо активизироваться. Чуть-чуть по срокам отстаем. Ну, я думаю, что мы ускоримся и будем быстрее работать. Привлечем еще дополнительные силы. Начались работы это в середине апреля. Сейчас у нас готовность фундамента сделали. Сроки у нас ноябрь этого года. Осталось процентов 85, наверное, потому что у нас много времени ушло на фундамент, это обычно так бывает. Сейчас начнем кладку на следующей неделе уже. Строят амбулаторию и в селе Коста. Там тоже рабочие не успевают в срок. Зато строительство спортивного комплекса в Ардоне идет по плану. Тоже можно сказать о капитальном ремонте школы искусств в Дигаре. Далее Таймураз Тускаев оценил ремонт детской поликлиники в Дигаре. Он остался доволен увиденным и выразил несколько пожеланий. Мы были в Хумалаге, увидели проблемы. Представителей Минздрава там я не видел. А в Коста мы были. Тоже я представителя Минздрава не видел. Здесь тоже не вижу. Они должны задавать и философию, и видение. Их нет. И они должны были быть, когда это смечивалось. И решения по первичке и по больнице, вот в части перевода, они должны были озаботиться и принять. В карман Синдика устроит детский сад на 120 мест. Таймураз Тускаев похвалил подрядчика, в частности, за использование на объекте башенного крана. Он позволил значительно ускорить темпы строительства. Для ускорения строительства подрядная организация выбрала башенный кран. Это позволит сократить строительство на 10-15%. То есть рабочая сила будет снабжена всеми необходимыми ресурсами во время стройки. Строительство планируется завершиться в конце года. Детский сад рассчитан на 5 групп, в том числе одна ясельная. Для каждой группы будет предусмотрена своя зона отдыха. Помимо этого в детском саде будет предусмотрен актовый зал, спортивный зал. Также Таймураз Тускаев проинспектировал строящиеся объекты в пригородном районе и Владикавказе. Батрас Загуров, Хетак Гапоев, Новости Осетии. Приближается один из самых почитаемых праздников Северной Осетии – День Хетага. В этом году дата его празднования выпала на 11 июля. Традиционно люди со всей республики приезжают в рощу Хетага, возносят молитвы, привозят 3 пирога и мясо жертвенного животного. В этом году, как и в прошлом, праздник пройдет с соблюдением строгих санитарных мер. В связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией специалисты Роспотребнадзора призывают население соблюдать ряд рекомендаций. Использовать защитные маски и антисептики, держать социальную дистанцию. К соблюдению порядка жителей и гостей республики призывают и сотрудники Министерства внутренних дел Северной Осетии. Обращаюсь ко всем жителям и гостям республики с просьбой неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на дорогах. По решению руководства Республиканского министерства внутренних дел в день всенародного праздника сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме, обеспечивая правопорядок и общественную безопасность. Не следует садиться за руль в нетрезвом виде, а также допускать к управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения своих близких и друзей, подвергая тем самым опасности не только себя, но и всех участников дорожного движения. Разбросанный мусор и неприятный запах. Такое соседство приходится терпеть жителям Затеречного района. Контейнерные площадки в домах уже давно требуют обновления. На помощь жителям пришел рекоператор «Эра». Работники вручную разгребают горы мусора, но это тратится в 3 раза больше времени, чем при обычном сборе отходов. Что поможет решить проблему, узнавала Сабина Гатагова.
Изношенные контейнеры, захламленные мусорокамеры. Эта картина для жителей Затеречного района стала привычной. Место нуждается в экстренных мерах по наведению порядка и очищению контейнерных площадок. Жители района уже долгое время жалуются на неприятный запах и разбросанный мусор. Такая вонь идет, это ужас один. И мы все вот желаем, чтобы на нашу просьбу обратили внимание, пусть поставят вот в центре или где-нибудь вот эти мусорные баки, и все будут выносить туда, как в других домах, вот все выносят так. Зачем нам вот эта вонь нужна? Это ужас один. На помощь жителям пришел региональный оператор «Эра». С 5 июля начали вывозить ТКО в Затеречном районе. Уже выполнили большой объем работы. Только за сутки рекоператором вывезено более 111 тонн мусора. Работники компании, можно сказать, вручную разгребают все завалы мусора и очищают контейнерные площадки. На это уходит в 3 раза больше времени, чем при обычном сборе мусора. Еще одной значимой проблемой являются так называемые выгребы. Здесь контейнеров нет и вовсе. Весь мусор из мусоропровода падает просто на землю. Необходимо провести работу по обновлению мест накопления, благоустроить площадки, заменить контейнеры. Такие изменения позволят оптимизировать работу, которая проводится в рамках реформы чистоты. Вижу такое решение этой проблемы. Это совместными усилиями, это совместно с управляющими компаниями, совместно с ТСЖ, совместно с администрацией, то есть префектура, решить эти проблемы. Не только в мусорокамерах проблемы у нас проблемы и во дворах с контейнерными площадками. То есть нету обустроенных контейнерных площадок. Они также устаревшие, а где-то вообще их и нету. Так называем. Просто стоят контейнеры на голой земле. Региональный оператор в год из общей выручки тратит 1% на приобретение новых контейнеров. Но этой суммы недостаточно, чтобы охватить все районы. В обслуживании у «Эры» их 11. Этой суммы, да, как такового, на не охватить всю республику, даже город не охватить. Поэтому, мы бы хотели тоже, чтобы нам оказали содействие. Новые контейнеры на площадках во дворах. Такое решение видят и жители, и представители регионального оператора. Таким образом, жильцы не будут страдать от неприятного запаха, а «Эра» сократит время на вывоз мусора из Затеречного района. Сабина Гатагова, Майрбек Дидикаев. Новости Осетии. В Северо-Осетинском государственном университете поздравили выпускников-отличников. В торжественной обстановке им вручили красные дипломы. В этом году с отличием закончили университет 79 человек. Многие из них продолжат обучение в магистратуре. Часть выпускников получила предложение о работе с мест прохождения практик. Церемонию вручения открыл президент СУГУ Ахурбек Магометов. Он пожелал выпускникам успехов и достижения профессиональных целей. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в жизнь нашего университета. С одной стороны, это была проверка на то, как мы можем оперативно меняться в условиях пандемии и вызовов с переходом на дистанционное и онлайн обучение. С другой стороны, мы все еще раз подчеркнули важность нашего общения и коммуникации вживую. Поэтому думаю, что выпускники этого года, они прошли достаточно серьезные испытания в своей студенческой жизни и будут это ценить и нести в течение всей своей жизни. Учеба мне очень нравилась, было много памятных и радостных моментов, но все закончилось слишком быстро. Здесь очень все красиво, много хороших ребят пришли на награждение и, думаю, они заслуженно получили свои красные дипломы. Заслуженному художнику Северной Осетии Казбеку Хитагурову сегодня исполнилось бы 85 лет. Искусство было смыслом его жизни. Огромное количество картин, эскизов, этюдов, выполненных в различных техниках. Жизнь мастера слагалась из каждодневного труда. Он много ездил по стране, творил, был делегатом съездов художников, участвовал во многих региональных, всероссийских и всесоюзных выставках. Казбек Акимович был награжден серебряной медалью Академии художеств СССР за лучшие произведения изобразительного искусства. Он очень быстро нашел свой собственный стиль. И стиль этот отличала удивительная авторская искренность и глубокий драматизм в составе колорита. Сам колорит был очень драматичен. Он выбрал для своих картин достаточно темные тона. И этот цвет, эта тональность,
она, интересно, вот в его картинах воспринимается, как будто это некий такой фон, из которого постепенно выходят его персонажи, появляются предметы, появляются деревья, как будто какое-то возрождение из ниоткуда. И в конце выпуска о спорте. 15 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовые медали. Столько наград завоевали североостинские каратисты во всероссийском этапе Кубка мира по боевым единоборствам, который прошел в Темрюке Краснодарского края. За каждой наградой стоит упорный труд, сила воли и, конечно, регулярные тренировки спортсменов. Для каждого победа – это еще один повод идти вперед и добиваться новых высот. На одной из тренировок побывал и наш корреспондент Батрас Загуров. Батрас Булкаев всегда любил боевые искусства. Сначала занимался борьбой, потом перешел в секцию смешанных единоборств «Колизей». За 2 года он добился больших успехов, принял участие во многих соревнованиях. В этом году занял 1-е место на Кубке мира по стилевому карате, после чего стал кандидатом в мастера спорта. Я выступал в весовой категории до 57 килограмм. Я сделал 5 поединков, и финальный бой был самый тяжелый, но я одержал победу в чеченце. У нас была тяжелая подготовка, наши тренера нас подготавливали. Тренировки были каждый день, утром и вечером. Мы изучали и в партере, и в стойке. Камила – одноклубница Батраза. Она единственная девочка в зале. Пришла в смешанные единоборства 5 лет назад. Признается, сначала тренер отказывался ее брать. Камила проявила упорство и вскоре доказала, что может заниматься наравне с мальчишками. Она тоже победитель Кубка мира по карате. Благодаря этой победе получила звание мастера спорта. Мне здесь нравится заниматься этим спортом. И как только открыли зал, я сразу же уже поняла, что надо пойти туда. И вот пришла. Ну, тренер меня сперва не пускал из-за того, что я девочка, то, что из-за здоровья, из-за всего этого. Но я все равно хожу, потому что мне очень сильно нравится заниматься этим. Всего на Кубке мира в Темрюке спортсмены зала «Колизей» завоевали 15 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовые медали. Спортивный клуб из Октябрьского открыли 8 лет назад. Сегодня там занимается 60 ребят от 8 до 18 лет. Тренируют как ударные, так и борцовские навыки. Детям нравится. Многие из них по окончании школы планируют начать профессиональную спортивную карьеру. Подобные соревнования проводятся каждый год. В прошлом году их не было из-за пандемии. Мы позапрошлом году участвовали. Позапрошлом мы меньше медалей заработали. А в этом году хороший урожай привезли. Занятия в зале проходят бесплатно. Тренеры отмечают, важно дать каждому ребенку шанс проявить себя. Только так появляются будущие чемпионы. Батрас Загуров, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Это все новости уходящего дня. Спасибо за внимание. Всего вам доброго и до скорых встреч.